Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Подготовительные работы начались еще в январе. На территории Амгинского района вовсю идет подготовка к весеннему половодью и пожароопасному сезону. В столичных аптеках запасов лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, хватает. Дефицита не наблюдается. Наш корреспондент расскажет подробнее. Матери Якутии объединяют свои силы в решении важнейших задач. Сегодня состоялся второй день 15-го съезда женщин Якутии. На территории Амгинского района идет подготовка к весеннему половодью и пожароопасному сезону. В этом году подготовительные работы по безопасному пропуску весеннего половодья начались в январе. Еще с конца прошлого года комиссия по чрезвычайным ситуациям ведет работу по лесопожарному сезону. Утверждены планы мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных. На днях под руководством председателя Минсельхоза Республики проведено учебное мероприятие по отгону скота в селе Амга. В нем приняли участие главы фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и специалисты сельского хозяйства. Также в этот день на местах ознакомились с пунктами по отгону скота. По состоянию на 28 февраля толщина льда на реке Амга составляет 95 сантиметров. Это на 6 сантиметров ниже нормы. И снегозапасы тоже у нас по среднему течению реки Амга ниже нормы, в некоторых местах около нормы. У нас в этом году все населенные пункты подвержены либо к угрозе лесных пожаров, либо ландшафтных. Раньше ландшафтных пожаров такого понятия не было. Это новое понятие, и мы к этому готовимся. В Фаингаласском районе на аэродроме ДСА в села Немегюнцы начались масштабные тренировки курсантов пожарных авиалесоохраны. Курсанты отработали спуск самолета Ан-2 на высоте 1000 метров. Сделать прыжок на такой высоте для многих задача сложная и психологически, и физически. Поэтому курсанты все свои действия прогоняют в теории на земле. Затем инструктор дает добро, и самолет с курсантами поднимается в небо. Необходимо отметить, что ежегодные учения в конце февраля, начале апреля обязательны для всех парашютистов пожарных, десантников авиалесоохраны, несмотря на стаж и опыт. Этого требует специфика профессии. Обучаем первым тренировочным прыжкам курсантов якутской базы. Здесь представлены различные районы: Татта, Верхневилюйск, Покровск, Амга, которые прислали своих курсантов для тренировок. Это мой был 5-й прыжок в авиалесоохране. До этого я прыгал на службе в морской пехоте. Я в прошлом году отработал сезон и перешел в парашютисты. В столичных аптеках запас лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, хватает. Дефицита не наблюдается. Это отмечают не только сами фармацевты, но и население. Более подробно смотрите в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Если ранее обычно в это время года мы традиционно наблюдали скопление людей в аптеках города, то, как ни странно, сейчас можно наблюдать обратное. Как сообщают продавцы городских аптек, это скорее связано с тем, что в этот раз городские аптеки имеют достаточное количество запасов лекарственных средств. Аптеки нашей сети обеспечены жизненно важными лекарственными препаратами, но как себя поведут зарубежные производители, никто сейчас предсказать не может. Поэтому надеемся, что из гуманных соображений поставки лекарственных средств под санкции попадут в последнюю очередь. В нашей сети аптек на жизненно важные лекарства запасы есть. По нормативам аптеки минимальный ассортимент всего есть. Это касается не только отечественных, но и зарубежных. При этом все аптеки, как и положено, продолжают выдавать лекарства, которые отпускаются по рецепту врача. Здесь также не наблюдается сбоев в работе. Это отмечают и сами горожане. Мы были сегодня в поликлинике, выписывали рецепты и спросили, есть у вас лекарства вот на ближайшее будущее, нам хватит, допустим, наших не аналоги будут, ничего. Сказали, да, есть запас лекарств, есть. А вы закупаете, получается, иностранные лекарства, да, там, получается, по рецепту? Люди разные берут.
Я взяла наши, допустим, отечественные. А люди-то разные берут. Но я вот про свои лично спросила, сказала, запас есть. При этом фармацевты сообщают, что поставщики не приостановили поставку лекарственных средств, но при этом отмечают, что на часть не на жизненно важных препаратов и лекарств цены слегка поднялись. Если посмотреть по поставщикам, да, у них цены увеличились на 30-40%. Это на не жизненно важные лекарства. А на жизненно важные лекарства особых увеличений цен нету. На данный момент они немного повысились на импортные средства. Цены на жизненно важные лекарственные препараты выше предельных, установленных государством, не будут. Это строго регулируется. Большинство импортных лекарственных средств имеют отечественные дженерики. Это препараты, идентичные оригиналу по составу и лечебному действию. Так что столичные аптеки просят горожан не поддаваться панике и не выстраиваться в очередь. Жители столицы могут спокойно также приобретать лекарства через онлайн-сервисы городских аптек. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. В Алекминском районе идет сбор вещей для оказания помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Население активно присоединилось к всероссийской гуманитарной акции. Подробности далее. С минувшего воскресенья в Центр культуры начали поступать первые коробки с вещами. Здесь расположился и еще один пункт сбора. Объявил сбор вещей, необходимых, которые будут переданы беженцам с Луганской и Донецких областей. Вещи первой необходимости. То есть начали сбор, вещи притаскивают, звонят, интересуются. Первый сбор, который у нас прошел, мы уже передали в администрацию города. В детской модельной библиотеке всегда многолюдно. Вместе с мероприятиями здесь встречают и тех, кто готов оказать помощь. Волонтеры культуры совместно с молодежной администрацией организовали пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Наша команда координирует работу по сбору и отправке гуманитарной помощи от всех населенных пунктов Алекминского района. Пункты приема находятся по адресам: улица Молодежная, 8, городская детская модельная библиотека, и улица Молодежная, 21, офис «Мои документы». Алекминчане всегда отличались добросердечием. В управлении социальной защиты все чаще раздаются звонки. Чем мы можем помочь? Задают вопросы жители нашего Алекминского района о том, каким образом и как помочь этим жителям, которые на сегодняшний день покинули эти республики. На сегодня, по данным Республики Саха-Якутия, в республику никто еще не прибыл. Но мы уже готовы к тому, чтобы, допустим, какую-то помощь оказать. Конкретно есть учреждения, которые готовы оказать конкретной малообеспеченной многодетной семье, прибывшей из этих республик. Пункты сбора вещей организованы по всему Алекминскому району. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ровно 25 лет тому назад по указу первого президента республики была создана сеть президентских школ. Это был прорыв в развитии подрастающего поколения. Благодаря ее работе появились условия открытия лицеев и гимназий. Тогда сеть президентских школ охватила около 40 учебных заведений. 3 года назад на основе уникального опыта была организована сеть школ Михаила Николаева. Сегодня учителя и выпускники торжественно собрались и провели мероприятие под названием «День дарения и благодарности». Все 11 гимназий, которые находятся в сети президентских школ, они флагманы в образовании, то есть по качеству образования в своих улусах. То есть мы лидеры, соответственно, да. И это очень огромный опыт багажа. Получается, мы по сотрудничеству перенимаем у них. Ну и разного рода конкурсы, опять же, для наших обучающихся, да, например. Начиная от взаимодействия, участия олимпиад наши школьники, да. Вот, например, у нас есть совместный проект, где наши школы, руководители и педагоги учатся, например, в МГТУ. В год празднования столетия образования якутской автономии матери Якутии объединяют свои силы в решении важнейших задач, связанных с развитием института материнства и детства. Об этом говорили сегодня на стратегической сессии блока «Национальный проект «Демография» делегаты 15-го съезда женщин Якутии. Ульяна Шагина продолжит тему. Одним из ключевых мероприятий Года матери станет проведение в июне текущего года в городе Якутске социального форума, на котором будут обсуждены и проработаны вопросы семейной политики и повышения рождаемости. В июне
Мы планируем большой социальный форум с участием Министерства по развитию Дальнего Востока, на котором также будут рассматриваться вопросы развития вопросы демографического развития. У нас возникла идея, так скажем, в рамках столетия республики и в рамках вот этой конференции провести масштабное мероприятие не только для профессионального сообщества, но и с максимальным вовлечением наших семей с детьми, многодетных семей, да, старшего поколения. Соответственно, здесь нам, конечно, нужны идеи, да, мы открыты для обсуждения, будем обсуждать, каков формат, да, предстоящего мероприятия. Ну и, конечно, в конце года, для того, чтобы уже подвести итоги вот этого нашего, очень важного года, будет проведен форум матерей республики, на котором будут подводиться итоги проведения Года матери и, соответственно, будут обсуждаться те новые инициативы, которые прозвучали уже в течение года, они должны быть у нас достаточно серьезно проработаны. В целом план мероприятий Года матери сформирован с учетом инициатив и предложений самих матерей. Они будут идти в течение года и затрагивать все проблемные аспекты, касающиеся не только семей с детьми, но и укрепления женского здоровья, занятости женщин, воспитания девочек как матерей. Мы все с большим волнением и радостью восприняли объявление юбилейного 2022 года Года матери в республике. Мы собрали, у нас есть группа «Большая семья», которая объединяет многодетные семьи по всей республике, у которых 5 детей и более. В нашей группе есть родители, которые имеют 13 детей, 15 детей. И вот мы, собрали предложения от них, и с этим предложением вышли на руководство республики. Глава республики Айсин Сергеевич Николаев нас пригласил на встречу, и мы, конечно же, там озвучили наши предложения, и все наши предложения были поддержаны. И вот я считаю, что такое общение нужно продолжить, вот такое, как сегодняшняя встреча, потому что это, во-первых, она была очень практически полезной для всех, не только для женщин, для всей республики. И нужно нам дальше продолжать встречаться не только вот на съездах, да, но и на постоянной основе. И нужно нам дальше продолжать встречаться не только вот на съездах, да, но и на постоянной основе для выработки новых предложений и идей. Сегодня в регионе насчитывается более 31 тысячи многодетных семей. Они активно поддержали инициативу главы региона об объявлении Года матери в Якутии. Для проведения всех мероприятий, которых немало, решено создать оргкомитет. Объединение семей с детьми станет драйвером в решении многих вопросов, а также сплотит женское и материнское сообщество. И вот сейчас юбилейный год, он наш. И вот как Елена Александровна говорила, через 3 месяца у нас будет масштабное мероприятие, масштабный фестиваль, где должны все мамочки принимать активное участие. Даже собраться, организовать какое-нибудь движение, пройтись по улицам города, по главным улицам города, новобрачным, многодетным, серебряным волонтерам. Устроить карнавал, созвать мастериц, рукодельниц, устроить мастер-классы, позвать актеров, чтобы у нас люди знали во всех сферах, чтобы у нас увидели. Все предложения, озвученные участниками стратегической сессии, будут включены в резолюцию 15-го съезда женщин Якутии. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. На этом у нас все. До новых встреч в эфире.